Трудовая книжка Николая Должикова лежит в отделе кадров рудника «Интернациональный» Мирнинского ГОКа 20 лет. О работе шахтера он мечтал еще в армии. Про таких говорят: верен профессии, предан делу. Сам Николай Васильевич на это скромно улыбается. Профессия с поколения в поколение передается. Уже третье поколение шахтеров. Я сам после армии пришел, сразу в шахту ушел и до сих пор работаю. Работал на Донбассе, на угольной. А потом уехал на север строить хорошую жизнь на севере. Это наш самый лучший шахтер, в один голос утверждают работники Интера. Впрочем, о своих коллегах Николай Васильевич отзывается так же. А как иначе, ведь все шахтеры за годы работы стали ему родными. Все нравится. Все мужество вообще людей нравится. Люди здесь очень веселые, жизнерадостные. Должиков Николай Васильевич, который сейчас вот, да, вот у нас, ну, будем говорить, лучший из лучших на участке. На всех, на все лучше. Ну. Вот что его выделяет как человека по человеческим качествам? Есть такое слово, не знаю, но импортное или наше, коммуникабельность. Во всем. Что в быту, что на работе. Песню спеть, на гитаре сыграть. Комбайн, вот видите, какое состояние комбайн. Чистый, идеально, все, приятно глазу. Школу шахтерского мужества Николай Васильевич прошел на Донбассе. Говорит, горная техника и условия на рудниках там и в Якутии как небо и земля. На Украине шахты старые, оборудование изношенное. Несчастные случаи не редкость. То ли дело здесь, на Интере. Это уже 9-й комбайн у нас. 9-й. Также и ПДМки, машины, все обновляется. У нас бригадир боярский, тоже с Донбасса он. Помоложе немножко меня, ну, тоже с опытом. А если человек с опытом, всегда возглавляет. Каждый день Николай Васильевич добросовестно и ответственно выполняет работу, добывает с коллегами алмазы, которых и в руках-то не держал. Про себя говорит: я не герой, я такой, какой есть. А мы добавим, какой есть шахтер и каким он должен быть.